Россияне отдают дань уважения героям Отечества, людям, которые самоотверженно защищали отчизну от врагов в разные годы и были отмечены высшими госзнаками отличия за выдающиеся заслуги. Гордится своими мужественными сынами и ингушская земля. За каждой золотой звездой героев России и Советского Союза история и судьба человека. У кого-то она оборвалась трагически во имя спасения других жизней, а кому-то суждено со звездой на груди напоминать современникам о том, что место подвигу есть в жизни каждого человека. Первым в истории высокого звания Герой Российской Федерации был удостоен генерал-майор авиации Сулумбек Асканов. 7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полета на самолете МиГ-29 в условиях плохой видимости летчик потерял пространственную ориентировку. Выйдя из облаков, Асканов увидел, что его самолет падает на поселок. По правилам, при падении летчик должен был немедленно катапультироваться. Но Сулумбек понимал, что если он это сделает, самолет упадет на чужие дома, унося чьи-то жизни. Летчик решает увести самолет как можно дальше от населенного пункта. МиГ-29 упал в 100 метрах от ближайшего дома на окраине поселка Хворостянка. За этот героический поступок указом президента России от 11 апреля 1992 года генерал-майору авиации Асканову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Сулумбек мне рассказывал, и я в книге об этом написал, что еще в раннем детстве, когда я лежал на стоге сена и смотрел в небо на мерцающие звезды, и мне хотелось оказаться там, наверху, летать на самолете. И вот тогда именно в нем зародилась эта мысль стать военным летчиком. Первый президент нашей республики Руслан Аушев около 10 лет воевал в Афганистане, прерывая службу лишь для прохождения обучения в Высшей военной академии имени Фрунзе. С 1981 по 1982 годы командир мотострелкового батальона 180-го мотострелкового полка 108-й Невельской краснознаменской мотострелковой дивизии в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В сражениях с противником он не раз показывал умелое и решительное командование батальоном. За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Республике Афганистан, указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1982 года капитану Руслану Аушеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Мы выросли в 60-е годы, когда патриотизм был на очень высоком. Все хотели быть Гагаринами, все хотели летать, все хотели совершать подвиги. Я тоже хотел, как и все. А в конце 90-х мировое сообщество приковало внимание к конфликту между Югославской армией и армией освобождения Косово. В военные действия мешалась НАТО. С самого начала бомбардировок Россия пыталась политическим способом противостоять странам Североатлантического блока. Однако НАТО решает привлечь к операции сухопутные войска. Вторжение натовского контингента планировалось через аэропорт Слатина, который таким образом стал стратегическим объектом противостояния двух стран. Чтобы не допустить высадки войск в Слатине, российское руководство решает захватить аэропорт. И в мае 1999 года майор Юнусбек Евкуров, находящийся в тот момент в составе международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, получил от высшего военного командования Российской Федерации совершенно секретное задание – обеспечить взятие Слатины под контроль российских войск. У нас было 18 человек, этого вполне достаточно было. Мы заняли позиции, все захватили, но так, чтобы никто не заметил, что их захватили. Вот в чем вопрос. То есть подконтрольно все. И там, когда необходимость была бы, то мы бы вступили в бой, и мы бы как бы оказались бы в выигрыше, да? То есть мы владели обстановкой, контролировали обстановку полностью. 13 апреля 2000 года Юнусбеку Евкурову было присвоено звание Героя Российской Федерации и вручена медаль «Золотая звезда». А через 13 лет зазвучало имя еще одного героя – Ахмеда Катиева. Ему досталась, пожалуй, одна из самых сложных ролей в деле стабилизации обстановки республики, чтобы найти общий язык с теми, кто пошел воевать за чужую идеологию против своих родных и близких. Одного красноречия недостаточно, нужен авторитет и реальные дела. Некоторые участники НВФ сами обращались к Ахмеду с просьбой помочь вернуться к мирной жизни. Парень молодой, 23 года, ему всего раскаяться, содеянным осознал и станет на путь исправления, мне кажется, на правильный путь.
знак благодарности за службу своему народу секретарю Совета Безопасности Ахмеду Катиеву присвоено звание Героя России посмертно. «17 сентября 2007 года Ингушетию облетела горькая весть. Не стало народного героя, борца за справедливость. От бандитской пули погиб Алихан Калиматов. Мне ничего не надо. Я приехал защитить нации. Я защиту умру и буду защищать их. В октябре 2007 года указом президента России за героизм, мужество, отвагу, проявленные в боях, сопряженных с жизнью, подполковнику Алихану Калиматову было присвоено звание Герой России посмертно. Годы, когда противники открыто воевали на поле боя, уже прошлое. Пришло время тех, кто, прикрываясь масками, стреляет в спину. От таких пуль 21 июня 2004 года погиб исполняющий обязанности министра внутренних дел Абубакар Костоев. Даже когда вот эта обстановка была, когда он туда шел, мы говорили, это же война, куда идешь? Вы что, там мои же друзья, как я завтра глазами посмотрю своим товарищам, друзьям. Даже не слушал, даже охраны не ожидал. Там 2-3 человека успели подъехать, а больше не успел. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, указом президента России от 29 декабря 2004 года Костоеву Абубакару присвоено звание Героя России посмертно. В 2008 году было совершено нападение на сотрудников Назрановского РОВД. Во время утреннего построения личного состава террорист-смертник на «Газели», начиненном взрывчаткой, протаранил ворота. В тот день погибло 17 сотрудников РОВД. Более сотни получили ранения, в том числе и дети. Сотрудники полиции до последнего защищали своих боевых товарищей. Среди них был и Руслан Нальгиев. Погибших могло быть и больше, но благодаря тому, что капитан Нальгиев выиграл время перестрелкой, его сослуживцы смогли рассредоточиться, укрыться и занять более выгодные позиции для обороны. В взрывном устройстве стояло 2 детонатора. Одно механическое, которое террорист сам должен привести в действие. А если его ликвидируют, то ему помогает его же подельники, которые находятся на определенном расстоянии, все это наблюдают. Террористы не добились своего. Органы правопорядка смогли выдержать удар, к сожалению, ценой огромных потерь. А Нальгиева, который проявил мужество, 14 июня 2012 года присвоено звание Героя. Героем нашего времени относят и Абубакара Костоева. Оценить и измерить, в том числе и его подвиг, невозможно. 22 декабря за мужество и героизм, проявленные при обезвреживании террористов, звание Герой России присуждено Абубакару Костоеву. Утром 16 сентября 2013 года к зданию РОВД Сунжинского района попытался прорваться неизвестный. Террориста, обвешанного взрывчаткой, остановил оперативный дежурный Аслан Гарданов. Быстро выяснил, что где-то рядом находится сразу 3 начиненных взрывчаткой автомобиля, предназначенных для терактов в Ингушетии и Чечне. Ориентировки на них сразу разослали по всем дежурным частям. Основная волна пошла не в то направление, где мы находились, а в другую сторону. Если бы она пошла в нашу сторону, то, наверное, нечего было нас собрать вместе с автомашинами. Оказавшись перед выбором жить или умереть ради спасения человеческих жизней, эти люди, не раздумывая, бросились в огонь и воду. Кому-то удалось выжить, несмотря ни на что, а кто-то погиб.